Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вначале о главном. Президент дал клятву. Торжественно клянусь верно служить народу Республики Татарстан, обеспечивать права и свободы граждан. Как сегодня прошла инаугурация Рустама Минниханова и что пожелали избранному президенту, узнала Зарина Ахметова. Утвердительная сессия. Уверенно и надежно поддержал представленные кандидатуры. Кто возглавил правительство республики, узнал Дмитрий Аренин. Драйв и скорость самых юных водителей. Как только вы чувствуете машину, все элементы становятся простыми. В Казани завершился республиканский конкурс по автомногоборью. Какими рекордами удивили школьники? Подробности у Натальи Мезиной. Главное событие сегодня – церемония вступления в должность избранного президента Татарстана. Инаугурация Рустама Минниханова прошла в 10 часов утра в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. 770 гостей в зале, 1000 зрителей у экранов. Присяга президента – это особая церемония, неотъемлемый элемент вступления в должность. Поздравить Рустама Минниханова приехали вице-премьер России Марат Хуснуллин и заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев. Детали главного политического события года у Зарины Ахметовой. Прошу всех встать. Вот так торжественно при сотнях гостей в зал вносят главные атрибуты церемонии инаугурации – Конституцию России и Татарстана и штандарт президента республики. В этот момент к зданию БКЗ на новом Ауру Сенат подъезжает Рустам Минниханов. Он даже перед торжеством работает, тестирует новый автомобиль, который с этого года будут собирать в Алабуге. И в этом он весь. Его высокая работоспособность и многозадачность уже никого не удивляет. В главном зале Рустама Минниханова встречают стоя и под громкие аплодисменты. Тут же избранный народом президент Татарстана приносит присягу на 2 языках. В тексте 70 слов на русском и татарском. Ни одной заминки и пауз, но волнение читается на лице президента. Выступление занимает ровно минуту, но в каждом слове ответственность. Торжественно клянусь верно служить народу Республики Татарстан, обеспечивать права и свободы граждан, государственный суверенитет Республики Татарстан, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан и законы Республики Татарстан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Татарстан. Президент вступил в должность. Первыми его поздравили федеральные руководители. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин не только зачитал поздравления от премьер-министра России Михаила Мишустина, но и вспомнил свой период работы в команде Минниханова. Многие годы вы успешно возглавляете республику. Во многом благодаря вашему профессионализму, ответственности, энергии Татарстан динамично развивается, занимает ведущие позиции по многим социально-экономическим показателям и уровню инвестиционной привлекательности. Когда я начинал работать, вы меня пригласили, было тяжело, и вы мне говорите: знаешь, Марат, за нашу работу, скорее всего, спасибо не скажут. И я хочу сказать, что вы своей работой действительно смогли достигнуть такого положения республики, что жители вам говорят спасибо. Вам говорят жители, вам говорят люди, которые приезжают. Сегодня Татарстан – один из лидеров Приволжского федерального округа по созданию инновационных производств. Здесь активно развивается наука, готовятся квалифицированные кадры. Впереди много работы. Зная ваш характер и твердую волю, убежден, что успех будет неизменно сопутствовать вам и вашей сплоченной и высококвалифицированной команде. Поздравительные телеграммы президенту в торжественный день прислали федеральные руководители и министры, главы регионов дружественных республик. Символично, что эти выборы проходили в год столетия ТАССР. Избирая президента республики, мы держали ответ за свой вклад в новую историю Татарстана, отметил Минтимир Шаймиев. Он подчеркнул, победа – это признание результативной работы. Мы с вами хорошо знаем о наших достижениях в экономике, инновационном развитии, культуры, спорта и так далее. Безусловно, для удержания высокой планки развития от всех нас с вами, уважаемый Рустам Нургалиевич, потребуется немало усилий и умений. Желаем вам здоровья, терпения, выдержки. Работать вы умеете.
в добрый путь. От имени промышленников вступлением на новый срок президента поздравил генеральный директор Татнефти. Наиль Маганов отметил, что за последние 10 лет удалось сохранить и приумножить потенциал республики. Смелые, но вместе с тем известные решения, Рустам Маргарович, они помогают нам решать важнейшие задачи по развитию нашей компании. Вспоминаю, как когда принималось решение о создании новой нефтепереработки в Татарстане, у нас так ручки подрагивали, коленки подгибались, но вы, как настоящий лидер, стали во главе, повели команду вперед, и сегодня мы имеем красавец-завод. Не хватит пальцев на руках перечислять все. Это выводит нашу республику на передовые позиции среди остальных субъектов Российской Федерации. Коллеги из других регионов, от Камчатки до Калининграда, от Астрахани до Мурманска нам по-хорошему завидуют и приезжают к нам учиться. Еще много пожеланий звучало в адрес избранного президента. После ответное слово взял сам Рустам Минниханов. Он напомнил, что видение будущего отражено в стратегии Татарстана 2030. Ее основа – развитие человеческого капитала, создание благоприятных условий для жизни с опорой на экономику. Вступая в должность президента Республики Татарстан, в первую очередь хочу поблагодарить многонациональный народ республики, наших избирателей за оказанное доверие. Считаю необходимым отметить, что предложения, которые прозвучали в ходе президентских и муниципальных выборов, обязательно будут учтены. Принимая выбор татарстанцев, полностью осознаю свою ответственность за судьбу республики перед каждым жителем. Наше видение будущего отражено в стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года. 5 лет назад на этой трибуне я озвучил ее главную задачу – развитие человеческого капитала. Сегодня республика по праву считается одним из привлекательных мест для жизни. В завершении церемонии, которая длилась ровно час, Рустам Минниханов спустился в зал и вручил букет цветов своей супруге и обнял сына. Вместе с семьей под аплодисменты он отправился на работу. Очередная пятилетка для него началась. Зарина Ахметова, Данил Филатов, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Теплые слова в адрес президента Татарстана звучали и после церемонии. Артисты, политики, министры, руководители поделились с нашей съемочной группой тем, что они хотели бы пожелать Рустаму Минниханову на новом сроке. Желание успехов вот той команде, той атмосфере, которую создает президент, по традиции, сохраняя лучшие традиции первого президента нашей республики Шаймиева, нам этот созидательный режим и поступь нашей республики надо сохранить. Он умеет, как это делать, умеет добиваться, умеет формировать команду, и вот с его сильной командой хочется еще лучшим образом видеть судьбу нашего Татарстана. Хотелось бы, чтобы мы вместе с нашим президентом сделали все для того, чтобы следующая пятилетка была насыщенной и принесла нам, нашему народу, только хорошего, доброго. Самое главное — справедливость и мудрость, и потому что и в Коране говорится: кому Господь дал мудрость, факадутия хайрин кассир, он дал ему очень много блага. Мы видим, что как он чутко реагирует на проблемы людей, на проблемы пожилых, молодых семей. Посмотрите, даже большой вопрос — это проблема жилья, что для молодых людей актуально. Сегодня это вопрос социальной ипотеки в Республике Татарстан решен. Под его руководством очень много сделано в сфере здравоохранения. В первую очередь, это, конечно же, первичное звено. У нас модернизированы все поликлиники, у нас модернизировано достаточно много стационаров. Рустаму Нургалевичу мы желаем здоровья. Прекрасный экономист, он знает, что делает, он большой умница. Поэтому я желаю ему дальнейших творческих, а именно это творец, да, творческих удач, успехов. Посмотрите, во что превратилась Казань за последние 10 лет. Как выглядит Татарстан, когда въезжаешь из других регионов на дорогу в Татарстане, ты понимаешь, что ты совершенно в другое измерение попадаешь. Мы говорим об этом, о комфортной среде, как, знаете, как в своеобразном каком-то проекте раньше говорили, эфемерном. А сейчас мы это понимаем, что комфортная среда, вот она здесь, у нас в Татарстане, у нас в Казани. И вот этот ритм, эту динамику не потерять, дальше идти. Под мудрым, чутким руководством нашего президента будут реализованы. Это вселяет радость, уверенность в том, что в завтрашнем дне и в том, что наша республика через несколько лет станет еще богаче и красивее. Я хотела бы искренне пожелать, чтобы вот так вместе 5 лет
нам одной командой идти вперед. Татарстан ведь это барс, устремленный в будущее. Мы в полете. Вот дай бог, чтобы наши крылья никогда не складывались. И сегодня весь день наш телеканал и Болга-Радиосы вели прямую трансляцию со всех торжественных мероприятий. В прямом эфире зрители увидели инаугурацию президента, заседание Госсовета. Главные события мы специально повторим и вечером для тех, кто не успел посмотреть их днем. А в 21:10 всех ждет выступление лучших оперных звезд республики. Праздничный вечерний концерт в Театре оперы и балета мы также покажем в нашем эфире. После инаугурации по предложению Рустама Минниханова Госсовет Татарстана утвердил премьер-министром республики Алексея Песошина. Также депутаты согласовали вице-премьеров. Персонали остались почти все, что работали раньше, однако в структуре правительства произошли изменения. Какие именно, расскажет Дмитрий Аринин. Сегодня в повестке дня сессии было всего 2 вопроса. Об утверждении премьер-министра и согласовании его заместителей. На это у депутатов ушел почти ровно час. В начале заседания Рустам Минниханов в качестве кандидатуры на пост премьер-министра республики предложил Алексея Песошина. Алексея Валерьевича знают как эффективного руководителя и успешного политика, который обладает разносторонним управленческим опытом. Сегодня правительство конструктивно взаимодействует со всеми органами власти, в том числе Государственным Советом нашей республики. Уверенно решает стоящие перед республикой задачи. В правительстве Алексей Песошин работает с 2014 года, с 2017 премьер-министром. Для меня это честь и огромная ответственность. Задана высокая планка по многим показателям, и предстоит серьезная работа по обеспечению дальнейшего устойчивого социально-экономического развития республики и повышению качества жизни татарстанцев. Кандидатуру премьера обсудили и поддержали на заседании комитетов. Отдельное выступление на сессии попросил Хафиз Пергалимов. Лидер коммунистов тоже высказался за Алексея Песошина. В его решениях управления присутствует стабильность и понятие «не навреди», «спеши не спеша». В итоге открытым голосованием большинство депутатов утвердили Алексея Песошина в должности премьера. Алексей Песошин объявил, структура правительства поменяется. Остается, как и прежде, 9 вице-премьеров, но есть нюансы. Статус вице-премьера получает министр экономики, а вот министр образования, напротив, его лишается. Напомним, Рафиз Бурганов эту должность покинул накануне. Упразднен комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу. Его функции переданы Министерству экономики Республики Татарстан. По предложению президента и согласованию с депутатами, первым заместителем премьер-министра остался Рустам Нигматуллин. Вице-премьеры Лейла Фазлеева, Роман Шейхудинов, Альберт Каримов, Василий Шейхразиев, Шамиль Гафаров, Марат Зябаров, Мидхат Шидиахметов и Равиль Ахмедшин. Это очень высокое доверие правительству и той команде, которая будет решать задачи на ближайшую пятилетку. Безусловно, те задачи, которые сегодня стоят перед республикой, они требуют отраслевой координации. На сегодняшний день один из приоритетов, который выставлен для Республики Татарстан как многонациональной республики, это приоритеты языкового образования. Это очень важно. Сегодня было объявлено, Ленар Сафин, работающий министром транспорта и дорожного хозяйства, назначен сенатором Совета Федерации Татарстана. На период его управления пришли сразу несколько крупных дорожных проектов. Строительство проспекта Универсиады, в целом масштабный дорожный ремонт в преддверии студенческих игр, а еще завершение реконструкции федеральной трассы М7 и первые этапы Большого Казанского кольца. Давайте его тоже поздравим. Пожелаем больших успехов на новой ответственной работе. Кто возглавит министерство и другие подразделения правительства, пока не объявлено. Решение будет принимать президент. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. И сразу после 13-го заседания Госсовета Президиум парламента утвердил повестку следующих встреч депутатов. 14-е заседание пройдет в выездном формате 24 сентября в 10 часов утра в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Здесь с ежегодным посланием к депутатам обратится президент Рустам Минниханов. Затем в полдень парламентарии соберутся уже в привычном формате, где рассмотрят 16 вопросов. 9 из них – законопроекты в первом чтении. Сегодня ЦИК Татарстана зарегистрировал Олега Морозова депутатом Госдумы Федерального собрания России 7-го созыва. Удостоверение об избрании ему вручил председатель Центра избиркома Андрей Кондратьев. Напомним, Олег Морозов получил наибольшее число голосов на довыборах по Нижнекамскому избирательному округу. Его поддержали более 73% избирателей. Итоги голосования за остальных кандидатов сейчас на ваших экранах.
Современный учитель должен уметь все: и написать эссе, и разработать свой сайт, и провести открытый урок. Главное требование во все времена – любовь к своей профессии. В Казани проходит региональный этап конкурса «Учитель года». Лучшие будут представлять Татарстан на федеральном уровне. О том, какой он современный учитель, Вероника Гайнутдинова. Это действие, это радость. Это одно из испытаний для конкурсантов. Мастер-класс. Учитель начальных классов Аэлита Шуркина показывает, как заинтересовывать своих первоклашек на уроках. Она в номинации «Педагогический дебют» в школе только 3-й год. Сама из династии педагогов. Главное – это активность. Активность как учителя, так и ученика. Конкурс проходит в 2 номинациях – педагогический дебют и учитель года. Все участники прошли школьные и зональные этапы. Здесь лучшие. Многие удивляют жюри своей методикой обучения. Создать такую искусственную среду, в которой навыки детей развивались бы естественным образом, и задачи, учебные задачи, они бы сами возникали и по себе бы решались. Алишер Рахимов, учитель физической культуры и ОБЖ в лицее Иннополис. За плечами уже 11 лет преподавания. Рассказывает, как можно, например, учеников заинтересовать бегом. Как быстрее вы среагируете, по звуковому или визуальному сигналу? Как думаете? Скорость света равна 300 миллионов метров в секунду, а скорость звука, там, намного меньше, в миллион раз меньше. И это позволяет погружать детей, активизировать их познавательную активность. Для учеников 5 вариантов оценки, для учителей больше 50 критериев. Обладание предметной компетенцией. Также нужно уметь сочетать разные предметы, то есть так называемая межпредметность, метапредметность, чтобы учитель смог это показать. Завтра 3-й этап конкурса. Испытания, публичная лекция и разговор с министром. Испытание усложнилось. Кадровые перестановки в правительстве заставили изменить вопросы и темы интервью. Победителей в каждой номинации определят завтра. Затем предстоит всероссийский этап в Волгограде. Вероника Гайнутдинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Для практического опыта и знаний «Газпром Трансгаз Казань» передает татарстанским учебным заведениям оборудование для обучения студентов. Первыми специальные станки получили в колледже нефтехимии и нефтепереработки Нижнекамска. С этих аплодисментов в истории Нижнекамского колледжа открывается новая страница. Компания «Газпром Трансгаз Казань» в качестве оказания благотворительной помощи передает студентам и их преподавателям сразу 4 готовых к работе станка. Надеемся в перспективе найти в данном учебном заведении работников, которые у нас будут востребованы в будущем. Станки, которые мы передаем, находятся в исправном состоянии. Здесь представлен полный спектр оборудования для металлообработки. Самое главное, что станки можно запустить хоть сейчас. Они в рабочем состоянии. Оборудование осталось после принятой в обществе в июле этого года программы оптимизации на предприятии. То есть его можно использовать не только как макет и учебное пособие. В первую очередь станки для отработки теории на практике. Мы очень рады тому, что есть такой проект, когда «Газпром Трансгаз Казань» передает оборудование, тем более всю линейку, 4 станка, в принципе, все, что необходимо, самый максимальный набор, они передают сегодня в наш колледж. Из 17 направлений в колледже пользоваться станками будут студенты 15. Мы проходим практическое обучение в производственном корпусе. Нам нужны станки, чтобы практиковаться. И до конца этого года «Газпром Трансгаз Казань» планирует передать оборудование еще в колледже в Бугульме, Кукмаре, Лаишево, Арске и столице. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Нижнекамск. Как сохранить культуру тюркского народа? В эти дни ответ на вопрос ищет самая активная молодежь страны в рамках форума «Золото тюрков». Сегодня ее гостем стал Валерий Газаев, председатель Комитета Госдумы по делам национальностей. В прошлом он сам обладатель золота в российском футболе. Как вы относитесь к женскому футболу? Не скажу, что я согласен, но я не скажу, что я не против. Так нейтрально подхожу к этому. Так непринужденно началась встреча с Валерием Газаевым. Бывшего футбольного тренера больше спрашивают о спорте, его развитии в деревнях, поддержке студенческих команд и есть ли будущее у этноспортивных игр. Может ли какой бы то ни было вид этноспортивных игр достичь такого же успеха, как футбол или, например, хоккей? Любой вид спорта, который прославляет нашу страну, он является важным. Фигурное катание, стрельба из лука или еще что-то. На форуме 150 ребят из 18 регионов. В Татарстан они приехали, чтобы знакомиться, учиться и творить. Мои друзья, родные тоже очень удивлялись. То есть через мой инстаграм тоже очень многие следят за этим форумом. Мы познакомились между собой.
и работаем в группах, нам дают задания, и это очень интересно. Основная цель форума – сохранение традиций. В этом помогает и развитие спортивной инфраструктуры, говорит Валерий Газаев, и приводит в пример нашу республику. Спорт – национальный вопрос. Значит, это все вместе. Возьмите на примере Татарстана. Проводится, значит, много серьезных больших турниров. От этого, наверное, только выигрывают жители Татарстана, молодежь. Ребята представят на суд экспертов проекта о культуре и быте своего народа. А 20 сентября – финал. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Лаишевский район. За рулем с детства в Казани прошел республиканский конкурс по автомногоборью. 35 юных гонщиков из 11 районов Татарстана соревновались за звание лучшего. На захватывающие виражи взглянула Наталья Мезина. Рев мотора и свист резины. На Казанском автодроме сегодня борьба накалена до предела. Карина Мухамедзянова за рулем всего год, но ее вождению позавидует даже самый опытный автомобилист. Говорит, любовь к скорости у нее в крови. Автоспортом начала заниматься моя сестра. Думаю, что настрой того, что семья верит в меня, что все возможно. Результат 57 секунд. Похоже, это рекорд соревнований. И кажется, на этой трассе девушки явно в фаворитах. Когда я езжу просто за рулем, спокойствие, наверное. А если сейчас на трассе, то немножко адреналин в крови, и поэтому азарт. Это, конечно, не Формула-1, но уровень здесь не ниже. За 2 минуты участникам надо выполнить параллельную парковку, проехать со змейкой, сделать гараж. Но главное в погоне за скоростью – это, конечно, не забывать об аккуратности. Точной и размеренной тактики придерживается большинство участников. Ведь за каждый сбитый элемент штраф – все как на настоящей дороге. А что надо помнить идеальному водителю? Проверить нейтралку, потом ремень застегнуть. Не паниковать. В этом году организаторы усложнили дистанцию, но только проверка трудностями, считают эксперты, сделает дороги республики безопаснее. Если говорить про аварийность молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, то произошло 133 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек погибли. Наблюдается тоже снижение всех показателей аварийности. Кубок лучшей команды Татарстана в этом году у Казани. Автошколы Чистополя и Набережных Челнов увезли медали за 2-е и 3-е место. Наталья Мезина, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Красочное зрелище по торжественному поводу. В Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в эти минуты идет концерт, посвященный инаугурации президента республики. Все, что происходит на сцене сегодня, буквально пропитано духом торжества. С деталями праздника Рамиль Шайдуллин. Сказать о том, что опера соскучилась по своему слушателю, как и то, что слушатель соскучился по опере, значит не сказать ничего. Но сегодня случай особый. Торжественный концерт, посвященный инаугурации президента Татарстана. Стоит отметить, что для многих артистов это первая такая возможность спустя долгое время выступить на большой сцене, на сцене оперного перед аудиторией. Из-за пандемии был долгий перерыв, но сегодня, как мы видим, они как никогда в форме. Сейчас немножко волнительно. Все-таки сцена, она требует постоянного тренинга, постоянной практики. Как сказал ректор Казанской государственной консерватории, запомни, Филюс, когда ты перестанешь переживать и волноваться, ты можешь уходить со сцены. Концерт в самом разгаре, хотя день сегодняшний и идет к завершению. Он был насыщенным, и наверняка таким же насыщенным будет и это действо, которое проходит за этими дверьми в программе «Классическая и современная оперы». Рамиль Шайдуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. А я напоминаю, что сразу после нашего выпуска специально для тех, кто не успел утром посмотреть церемонию вступления в должность президента Татарстана, мы повторим ее в 20:00. Впереди еще прогноз погоды, а я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего вам доброго. Сенсация! В Казанском цирке долгожданное открытие. С 12 сентября фееричное большое цирковое шоу. За шубой! Распродажа на Тверской меховой. Казанский ЦУМ с 16 по 20 сентября. Война с тараканами. Серия средств «Блокбастер». Победа будет за вами.
Марка собирает урожай. Только в сентябре Datsun от 392 400 рублей. Зимняя резина в подарок. Подробнее 4 пятерки, 3 семерки и на Чуйкова 54Б. Сейчас правильно отдыхать у себя. Климат свой, родная среда, настоящий комфорт, все экологично. Все вопросы решат при мне лично. Медицина, бассейн, лечение подобрано. Здесь лучшие кадры персонала собраны. Телефон 386398. Здоровье и силы обратно привозим. Санатории компании Татнефть. Курс на здоровье. Приглашаем ветеранов труда на внеочередное льготное зубопротезирование. Бутлерова, 16. Дистанционное дробление камней в почках. Без боли, без операции, бесплатно. По полисам ОМС. Клиника Фарм-Т. 292 66 77. Санаторий Шефаласу Ижминводы приглашает на отдых и лечение на особых условиях. Спецпредложения, акции, выгодные цены. Ловите на сайте ижмин.рф. Обновленный Nissan Qashqai X-Trail уже в наличии в автоцентре «Марка». Успейте взять первым с выгодой до 371 тысячи рублей. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Возле нашей машины. Спи уже. У нас каска в Югории. Оформите легкая каска всего за 9900 рублей в год и получите защиту на случай угона или ДТП, в котором вы не виноваты. Спрашивайте легкая каска у страховых агентов или в офисах Югории. Обновленный Nissan Qashqai X-Trail уже в наличии в автоцентре «Марка». Успейте взять первым с выгодой до 371 тысячи рублей. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Здравствуйте! Осень проявляет свой характер, и снова ожидаются дожди и похолодание. Более подробнее о погоде чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Мавлах, Азнакаево 19 сентября ожидается очередное похолодание, а также не обойдется без дождей. Дневная температура плюс 12-14. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге небо заволокут дождевые тучи. Пройдут осадки, а температура понизится. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше переменная облачность, пройдут осенние дожди. Не забывайте зонты и одевайтесь теплее. Значительное похолодание и в Арске, в Кукмаре, Балтаси. Тут также облачно и дождливо. Синоптики обещают всего 11 градусов выше нуля. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске будет пасмурно и сыро. Осень все увереннее заявляет о своих правах и в центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше. Тут также облачно, дождливо и прохладно. Холодный атмосферный фронт принесет в наши края новые порции осадков и заметное похолодание. Температурный фон продолжит понижаться. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь. Вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Чтобы экономить на такси, переходи на Диди. Скачай приложение или закажи по телефону. Чтобы экономить на такси, переходите на Диди. Новый сервис заказа такси теперь доступен жителям Казани. Скачайте приложение или закажите поездку по телефону 210 400.
В субботу в Казани ожидается облачная и дождливая погода. Ночью +7, а днем воздух прогреется до 12 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 83%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего хорошего и до свидания.